Хроника тюркско-татарских государств. Рассвет, упадок, возрождение. В книге рассматриваются причины появления, расцвета и гибели тюрко-татарских государств. Сделана попытка выявления основных фаз исторических процессов на евразийском пространстве. Дан краткий обзор многочисленных тюркских государств с древнейших времен до сегодняшнего дня. Выпуск 37. Казахское ханство. 1459-1822 годы. Их называли Узбек-Казак. Казахское ханство просуществовало дольше других поздних джучитских государств до начала XIX века и стало основой для формирования казахского этноса. Появление казахского ханства связано с процессом формирования узбекского ханства Абулхайра. Мухаммад Хайдар Дуглат в Тарихи Рашиди пишет: в то время в Дашт и Кыпчак владычествовал Абулхайр-хан. Он причинял много беспокойства султанам джучитского происхождения. Джанибек-хан и Кирай-хан бежали от него в Моголистан. Исан-Бута-хан охотно принял их и предоставил им округ Чу и Козы-Баши, который составляет западную окраину Моголистана. В то время как они благоденствовали там, узбекский улус после смерти Абул-Айхар-хана пришел в расстройство. В нем начались большие неурядицы. Большая часть его подданных откочевала к Кирай-хану и Джанибек-хану, так что число собравшихся около них людей достигло 200 тысяч человек. За ними утвердилось название узбеки-казахи, Узбек-казак. Начало правления казахских султанов с 870 года 1465-66, а Аллах лучше знает. Конец цитаты. Таким образом, основание казахского ханства во главе с потомками Тука-Тимура произошло после крушения государства кочевых узбеков, и в восточном Дэш-Кипчаке воцарилась междоусобица. Первым ханом казахского ханства стал Гирей 1459-1473 годы. Период с 1480 по 90-е годы стал временем ожесточенной борьбы за присырдаринские города. Территория казахского ханства постепенно расширялась и включила в свой состав исторические города государства Абулхайр-хана, Сыгнак, Сузак и другие. Время правления Касим-хана 1511-18 годы стало временем расцвета раннего казахского ханства. Ему удалось подчинить ряд городов в современном Южном Казахстане, расширить владения в регионах, примыкающих к Каспийскому морю, а также на территории Семиречья. Держава Касим-хана стала одним из сильнейших политических образований в восточном Дэш-Кипчаке. Смерть Касим-хана привела к междоусобице в ханстве, которая в итоге разделилась на 2 десятка улусов. В это время казахское ханство фактически стало одним из вассалов государства шейбанидов, наряду с Балхским и Сибирским ханствами. Подобная ситуация сохранялась и при Шигай-хане, годы правления 1580-82.
Последующая история казахского ханства показывает, что оно окончательно утратило связи с золотоордынским наследием, за исключением династической традиции. В начале XVII века за правителями казахского ханства окончательно были закреплены присырдаринские города. При Тауке-хане 1680-1715 казахское ханство было разделено на жузы, в каждом из которых правила своя ветвь потомков Джанибек-хана. С 1770-х годов казахские ханы оказались в зависимости от Российской империи. В 1847 году ханская власть в казахских жузах была упразднена, и территория включена в состав Российской империи в качестве административной единицы. Конец выпуска. Продолжение следует. Давамы бар.